Здравствуйте, в эфире телеканал Тува-24. С вами Алдын Казбуян, и я расскажу вам об основных событиях на сегодня. Уже есть результат введенных в середине июля временных ограничений деятельности предприятий, торговых объектов, парков из-за коронавируса. Количество заболевших за сутки уменьшилось наполовину. Если 11-12 июля регистрировалось 180 и более случаев, то за последние сутки методом лабораторного тестирования в республике выявлено 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество больных в столице. Из 75 заболевших по возрасту детей 18, от 18 до 49 лет 36 человек, от 50 до 64 лет 9 человек, старше 65 лет 4. В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 519 человек, в тяжелом состоянии находится 154. К аппарату ИВЛ подключено 20 больных. С 1 января от COVID-19 умерло 124 человека. По информации главного врача Республиканской инфекционной больницы Анны Сараглар, 98% заболевших не привиты вакциной. Благодаря федеральным средствам, которые были получены по ходатайству в Рио главы Тувы Владислава Ховалыга и депутатов партии «Единая Россия», новые кислородные станции установлены в терапевтическом корпусе Республиканской больницы и Центральной кожунной больницы Барунхемчского района. Станцию в Кызыле осмотрела и наша съемочная группа. В третью волну коронавирусной инфекции здравоохранение России прошло жесткую проверку на прочность. Особенно остро проявилась проблема недостатка сжиженного кислорода для больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным Минздрава Тувы, в пик третьей волны коронавируса количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, достигало 47 человек одномоментно, а потребность в кислороде возрастала до 124 баллонов в сутки. Производительность по кислороду данной станции от 39 до 47 кубов кислорода в час. Непрерывная круглосуточная работа, полностью в автоматическом режиме, возможность заправки кислородом до 12 баллонов в сутки. Вот это вот оборудованный блок-контейнер, она оснащена порошковой системой пожаротушения, автоматическая система вентиляции и отопления, обеспечивающая необходимый температурный режим для эксплуатации вот этого кислородного концентратора. Для Тувы сжиженный кислород с частотой 95% – большой дефицит. Один ковид-больной потребляет 3 литра кислорода в минуту. Проблему нужно было решать, причем срочно. По ходатайству в Рио главы Тувы республике дополнительно выделили федеральную субсидию в 1,5 миллиарда рублей, часть которой направили на приобретение абсорбционных концентраторов кислорода. Они были установлены в ЦКБ Барунхемчского кожуна и в новом терапевтическом корпусе в Кызыле. Вы же все знаете ситуацию в Северной Осетии, да? И чтобы такой ситуации аналогичной, чтобы у нас не было, мы упреждающие мероприятия принимаем. Не мы, подстраховаться, да? Подстраховываемся. Наше правительство и Минздрав подстраховывается. Когда очень много кислородозависимых больных, да, вот тогда мы уже в помощь вот эти баллоны заряжаем, и оттуда идут кислород. Потому что мощность данной станции, вот, которая ранее у нас поставлена была, не позволяет. Новый терапевтический корпус Кызыла имеет свой кислородный концентратор, который напрямую снабжает больных кислородом. Установка дополнительного блока-контейнера необходима, чтобы минимизировать возможный риск перебоев с кислородом. Сейчас в новом терапевтическом корпусе ситуация стабильная. Кислорода хватает всем. Новая станция вот-вот войдет в режим эксплуатации, как только будут разрешены все вопросы с документами. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Мирана Эргит, Тува-24. В Туве военные мостостроители завершают возведение мостов, снесенных паводковыми водами. На месте работ в Мангюнтагинском кожуне побывала сенатор Дина Оюн. Там через речку Мангенбурен на дороге, ведущей в Алтай, возводится мост грузоподъемностью 55 тонн. Он еще нуждается в доработке, но уже помогает чабанам. Помощь военных мостостроителей неоценима. Спасибо Сергею Кужугетовичу за решение поддержать республику в восстановлении транспортного сообщения с отдаленными селами, отметила сенатор в своем блоге. Как мы уже рассказывали, в России стартовал пилотный проект строительства и реконструкции мостов. Он очень важен для таких регионов, как Тува. Перед участниками республиканского августовского совещания, которое прошло в новом здании школы номер 18 на ЛДО, прошла торжественная церемония вручения 20 автомашин школам различных районов Тувы и Кызыла. Тему продолжит Айдана Ховалых.
В новом учебном году мы подавали заявку в Министерство просвещения Российской Федерации на 43 автобуса. Сегодня уже 20 автобусов прибыло в республику. Ожидаем до 1 сентября вот эти дни вторую партию. И школы республики получат новые автобусы. Порядка более 30 автобусов у нас уже идут на списание, так как более 10 лет они уже эксплуатируются. Соответственно, обновление автопарка по школьным автобусам будет проведено. 156 школ обеспечивают подвоз детей. Поэтому получают автобусы и сельские школы, и городские школы, и подведомственные учреждения Министерства образования. Ангуш Анюта Сергеевна, директор школы села Караколь Байтайгинского Кажуна, директор школы номер 2 поселка городского типа Каатем Кызылского Кажуна. У нас школа тоже большая, 726 учащихся, поэтому у нас только есть «Газель», 10-местный всего. Я рад за своих ребят, за своих учащихся, за своих коллег, что мы получаем сегодня вот именно большой такой автобус, потому что у нас в классах в основном учатся 20-25 учащихся. И этот автобус нужен для выездов, для экскурсий, для детей и родителей. Вопрос качества новостроек Кызыла остается острым. Наша съемочная группа совместно с представителями правительства, Государственной жилищной инспекции и Народного фронта выехала на проверку строящегося жилого дома. Далее смотрите в сюжете. Многоквартирные дома 11 и 12 по улице Московской в микрорайоне Южный в народе метко прозвали муравейниками. После переселения из ветхого аварийного жилья новоселы жаловались на нехватку квадратных метров и неудачную планировку комнат. Чтобы не допустить такого со строящимся домом номер 13, только в этом году здесь провели 9 проверок. Каждая блок-секция 68 квартир. Из них 6 квартир гостиничного типа, 17 квартир однокомнатных, 27 квартир двухкомнатных, 18 квартир трехкомнатных. Общее количество квартир 136. Однокомнатные от 34 до 41 и 2 почти, да? Двухкомнатные от 41 до 50 и трехкомнатные от 61 до 71. Вот такие квартирки там. В том, что качество строительства, которое ведет бизнесмен из Красноярска, соответствует всем нормам и, главное, ожиданиям очередников, убедились члены комиссии. Мы уверены, что вот эти дома, они будут более качественные, в срок сдадут и, в принципе, нам сегодня рассказали, как будет идти поэтапная реализация вот этой программы. У застройщиков часто возникают проблемы с оформлением документов, из-за чего немногие инвесторы согласны сотрудничать с Тувой. В связи с этим 18 июня приняты изменения в Конституционный закон о земле, которые позволяют быстрее оформлять договора с инвесторами. Приглашаем всех желающих, кто приезжает к нам. То есть мы показываем все земельные участки, те, кто проявляет интерес. То есть мы говорим, что будет максимальное содействие, потому что наша задача, чтобы люди заселились в новые квартиры, красивые, качественные и недорогие, да, что особо важно, потому что цены на нашем рынке, они всех жителей республики сейчас очень довольно сильно смущают. Поскольку мы видим рынок большой, инвестиционный в Туве, за прошлый год порядка 7 миллиардов рублей кредиты получили. И купили квартиры, к сожалению, не в Кызыле, да, не в Туве. То есть покупают у наших соседей, потому что мало строили. Вот как раз сейчас задача, которую поставил Ислам Владимирович, это максимальный объем жилищного строительства. Уже сейчас можно утверждать, что принимаемые меры дают результат. Строительная сфера республики становится более привлекательной для инвесторов. На сегодня есть договоренности с госкорпорацией Дом РФ и крупным застройщиком Трансстрой, которые разрабатывают проекты комплексных жилищных застроек в Кызыле. Алдынкыз Буян Чайхан Донга, Кузел Сарыхсерен, Тува, 24. Министерство труда и социальной политики Республики Тува объявило о старте очередной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В Туве сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будет проходить в 19 пунктах республики. Тему продолжит Инна Клоян. Школьная пора – это захватывающее время для маленьких учеников, но для родителей это большие траты, особенно если семья многодетная и требуется материальная поддержка.
Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, карандаши, портфели, школьная форма – это те необходимые вещи, на которые у многих многодетных семей просто нет средств. А детей собрать, к примеру, 4 детей непросто. Малогвардейцы Тувы не остались равнодушным и пришли в гости к второкласснику Никите, чтобы порадовать новым набором для школы. Хотели бы вручить Никите, он идет 2 класс, школьные принадлежности и вот такой костюм. Надеюсь, он примерит, все будет нормально. Вот пожелаем, чтобы ты хорошо учился, Никита, и чтобы слушался маму, а мы будем тебе помогать еще, хорошо? Может, еще на Новый год приедем, будем с тобой еще дружить, хорошо? Вот иди сюда, вот давай бери. Вот сумки и костюмчик давай, вот. 2 класс. В этом маленьком доме на ЛДО живет Аида Хертек с 3 детьми. 2 малышей еще ходят в детсад. Материальная поддержка и школьные принадлежности как нельзя кстати. Обратилась за помощью с тем, что у меня вот сложилась такая ситуация я вообще не собиралась. Сама до этого как-то выкручивалась, все у меня нормально получалось. А на этот раз что-то у меня пошло не так. Я уже в долгах сейчас. И вот обратилась за помощью. Сначала я позвонила в мэрию, там мне посоветовали в Минтруд. С Минтруда там вот этим волонтером. Я работаю. Еще летом была в отпуске. И сейчас только начала работать. И у меня поэтому и сложности появились. Я хотела фломастером, чтобы рисовать с ними, и я дождался. Спасибо. Никита очень любит рисовать, и у мальчика неплохо получается, особенно танки. Новому набору для рисования мальчишка очень рад. Что есть? Пенал. Ручки. Доставайся. Что? Пластилин. Фломастеры. Также Никите подарили школьную одежду, костюм, жилетку и 2 рубашки. Тут уже ребенок доволен и мама счастлива. 23 августа мы с ребятами командой поработали с предпринимателями и собрали все необходимое, чтобы наши дети, например, из Центра социальной помощи семье и детям, чтобы подготовились в школу. Это канцелярские принадлежности, тетрадки, дневники, ручки, краски, акварель, все необходимое. Вот сегодня мы передали, тоже период съездили, а также в гостях побывали у второклассника Никиты. В каждом населенном пункте на базе Центров социальной помощи семьям и детям организованы пункты сбора помощи. Организована работа горячих линий по приему сведений о семьях, которым необходима адресная социальная помощь. То, что осталось, мы передали, получается, период, который находится на Байхакской. Там около 40 ребят, которым нужна помощь, и очень много неравнодушных людей, в том числе и сотрудники разных министерств, ведомств помогают, приезжают. Очень много добрых людей, и в том числе предпринимателям огромное спасибо, которые нам помогли. При проведении мониторинга выявлено 1702 семьи, в которых воспитывается 2753 детей школьного возраста, 230 первоклассников. Всего детей нуждаются 2983 ребенка. После единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей полностью готовы дети из многодетных малообеспеченных семей, которые состоят на учете Центров социальной помощи семье и детям республики в количестве 1228 детей и полностью обеспечены школьной формой 2269. Благотворительная акция дает возможность объединить усилия для общего доброго дела. Как показывает практика предыдущих лет, благодаря постоянному возрастающему числу неравнодушных людей растет и количество детей из малообеспеченных семей, подготовленных к школе. В прошлом 2020 году более 5000 детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, оказана помощь в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» более 2 миллионов рублей.
Вся поступившая благотворительная помощь будет направлена в семьи, состоящие на учете Центров социальной помощи семье и детям республики. Цель акции традиционная – помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к новому учебному школу. Сбор школьных принадлежностей проводится на базе Центров социальной помощи семье и детям в муниципальных образованиях Республики Тыва. Инна Клаян, Буян Мангуш, Буян Аюн, Миран Ригит, Тува-24. Эфир телеканала подходит к концу. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Пусть завтра будет лучше, чем сегодня.